Добрый вечер, дорогие сухумчане, жители нашей столицы. Спасибо каждую встречу, спасибо каждому, кто пришел. Может, кто-то уже не первую встречу приходит, в разных местах их проводит. Все равно спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Сегодня чуть трудно выступать. Такой темп у нашей предвыборной гонки, кампании, столько встреч в разбитых домах культуры, на холоде, на улице, честно говоря, уже сами не всегда выдерживаем, но до 15-го, поверьте, сил хватит еще с запасом. Так что к чему клоню, хочу про слово упорство слово обсудим сейчас. Сегодня просто возмущен был, 2 дня дома пролежал, ленту новостную, хочешь не хочешь, читаешь, смотришь, с порывом, с какой радостью нам сообщалось о том, что о нашей жизни уже договорились в рабочей поездке в непонятном статусе с российскими чиновниками. Завтра самолет прилетает, говорят, со студентами, с музыкой, с плясками. Но хочу сказать еще раз, слово упорство. Как бы наше внимание не отвлекали порой надуманными какими-то выводами, которые хотят, чтобы мы сделали, какими-то концертами, какими-то опросами, какими-то звездами, какими-то. Слово упорство заставляет нас все равно подумать и делать то, что мы делаем на пользу самим себе, своей стране, своему народу. Слово упорство вот с тем же Гарри Гурамовичем заставляло нас с ним орать в парламенте во все горло, борясь с какими-то неприемлемыми инициативами законодательными от нашего очередного какого-то правительства. Мы их много сменили. Боролись после депутатства, боремся и сегодня. С упорством, которое, я уверен, нас доведет 15 числа, этот день, до нужного результата. И мне не стыдно сказать, до нужного результата. Я не сомневаюсь. Я не сумасшедший, поверьте, пока я думаю, и ни грамм не сомневаюсь в наших целях и в том, что эти цели наиболее искренние, благородные для всех без исключения. Мы добиваемся своих целей не для тех, кто в зале сидит, естественно, но и для тех, кто поддерживает всех остальных кандидатов, участвующих в этой гонке. Вот это мы не должны забывать, что у нас нет врагов на той стороне. Врагами могут нам стать и будут только те, кто вбивает клин между нами. Всю кампанию, я сейчас не хочу повторять уже много раз повторенные вещи, через что мы прошли, через какие уже потоки лжи и так далее. Вот эти люди будут нам врагами всем, и тем, и этим, и нам, и уроком на будущее. Вот. А что касается сегодняшней встречи, продолжу уже в более позитивном ключе. Мы с Адгуром Амирановичем, кто мы, какие мы, что мы можем, я думаю, наш жизненный путь, о нас уже, слава Богу, есть что сказать, в рекламе мы не нуждаемся. Что мы будем делать, по-моему, достаточно доходчиво, внятно, открыто мы сообщили не в одном уже интервью, в печатном виде, в виде интервью и так далее. Что касается именно города Сухум, то, естественно, я, как человек, который здесь родился, вырос и рассчитывает дожить свой век в красивом, благоустроенном городе, конечно, буду стараться сделать все, чтобы мы ездили по нормальной дороге, у нас был свет, вода и так далее. Еще, чтобы у нас было чувство защищенности, социальное, если хотите, чувство безопасности, я имею в виду преступность, и много другого, чего мы должны сделать для нашей столицы туристической страны, которой мы гордимся. Трудно ее назвать сейчас визитной карточкой нашей столицы, будем стараться сохранить то, что есть. Я уже не буду переходить в частности, как мы относимся к своему историческому наследию. Те, кто должны защищать это наследие, участвуют фактически в его разрушении или приватизации и так далее. Все это вещи, которые должны прекратиться. Поэтому мы спокойны, тверды в своем намерении все это начать осуществлять. Что касается наших конкурентов, я еще раз уже говорил и сейчас повторю, я призываю
сторонников в других лагерях хорошо подумать о том, что они делают, о том, что там происходит. И, может быть, если они подумают, вернуться к нам сюда придут. Потому что, повторяю, свой любимый нарратив последнего месяца. У нас выборы черно-белые. Вот забор был, с одной стороны забора люди, и с другой стороны забора. Мы те, которые стояли снаружи. Лучше это был народ Абхазии, практически весь, разный спектр, разные слои населения. И сегодня мы представляем именно тех, кто сносил этот злополучный забор. Повторял и буду повторять этот нарратив. И призывать тех, кто стоял с другой стороны, не ошибаться, не заблуждаться, а лучше к нам присоединиться. Это будет более справедливый выбор. Прошло уже, я не знаю, со счету сбились, сколько встреч, еще встречи будут продолжаться всю кампанию, еще нас ждут дебаты. Каждый раз приходит людей все больше. И это сейчас говорю не на камеру, вот с молодежью, честно говоря, даже были немножко так ошарашены, сколько пришло молодых, перспективных, красивых людей. Есть ради чего, знаете, бороться. Есть ради чего все это потерпеть, есть ради чего пройти через все эти трудности, болезни, унижения, что только не было за эти годы. Я думаю, что 15 числа, несмотря на открытие аэропорта, я думаю, 15 числа наш народ сделает правильный выбор, осознанный. Не 7 февраля, повторяю, когда самолетик прилетит, выбор был сделан, а 15 ноября, когда был изгнан тот, который вот похожими методами вешал нам лапшу 5 лет. Если вы вспомните выборы 2020 года, выборы 2020 года, я повторял и сейчас повторю, это была, наверное, лучшая кампания выборная. Такие речи, такие ролики я, клянусь, не видел за все 30 лет послевоенных. Сегодня выясняется, что мы пишем программу по требованию народа. Такое тоже еще пока не видел. 10 дней до выборов осталось, но зато у нас бодрые репортажи из другой страны. Лучше бы здесь находились дома и рассказали бы нам 5 лет, как приводили нас в эту ситуацию, в которой мы сегодня живем. Не хочется на каком-то негативе заканчивать выступление, но пропустить это незамеченным тоже не могу. Так что еще и еще раз прошу, задумайтесь о том, что происходит. То ли вы видите то, что вам картинку вставляют, то ли вы должны видеть и слышать на самом деле. Где программы, где планы на будущее, где методы решения проблем, что мы об этом говорим 10% времени, может, всей предвыборной кампании. Мы готовы разговаривать с любым кандидатом, с любыми группами людей об этом. Готовы рассказать, если мы чего-то не понимаем или не так говорим, неправильно размышляем, готовы обсудить и в споре, как говорится, родится истина. Но мы должны слушать репортажи, сами знаете о чем. Я лично, как гражданин республики, такой же, как и вы, лично не приемлю такого давления на мое мнение. И вам советую на свое мнение не допускать постороннего давления, вот столь бесстыдного, я считаю. Поэтому слово упорство... Поэтому со слова упорства я начал свое выступление. Мы должны быть упорны в достижении своей цели. А цель у нас сегодня одна. Как от нас требует и как и будет, я уверен, что так и произойдет. 15 числа мы сделаем правильный выбор, и все будет на этом закончено. Я имею в виду негативная часть нашей истории. Спасибо за внимание, дорогие сухумчане. Очень надеюсь на вашу поддержку. Спасибо.